Традиционно считалось, что здоровье – это задача системы здравоохранения, но это не так. Система здравоохранения имеет дело с болезнями. А для того, чтобы сохранить людей, общество, семью здоровыми, очень важно объединять усилия всех ведомств, слоев общества и государства в целом. И именно поэтому экономический аргумент становится основным. Здоровые люди, здоровое общество – это развитие экономики, равно развитию экономики. Прежде всего, на государственном уровне принимаются определенные законы. Кыргызстан уже несколько лет назад, например, принял очень прогрессивное антитабачное законодательство. И это, безусловно, очень большой шаг вперед, когда запрещается курение в общественных местах, и иные современные меры реализуются. Потому что вот курение – это тот фактор риска, от которого страдает не только курящий, но и совершенно другие люди, которые в этом не виноваты. И когда запрещается, например, курение в общественных местах, это очень громадный вклад в здоровье населения, нации, потому что перестают развиваться инфаркты от так называемого пассивного курения у людей, которые сами не курят, но страдают из-за чужих вредных привычек. Предотвратить всегда дешевле, чем потом лечить последствия. И поэтому возвратом инвестиций обладает прежде всего меры популяционной профилактики, направленные на то, чтобы изменить среду вокруг человека. То есть в идеале важно сформировать такое общество и такую среду, когда человеку удобно и легко вести здоровый образ жизни и максимально сложно, соответственно, поддерживать свои вредные привычки. То есть когда доступны дешевые овощи и фрукты и прочие элементы здорового питания, а сигареты, алкоголь и прочее, и фастфуд максимально сложны в доступе. Я буду как раз цитировать одно из исследований, которое показало, что мерами популяционной профилактики можно предотвратить до 90% серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Это в том случае, если бы у нас было идеальное общество, когда, выйдя из дома или придя на работу, человек вообще бы не находил ни сигарет, ни алкоголя, а находил только здоровую еду и возможность заниматься физической активностью. И при этом был бы совершенно приверженным к лечению, если у него все-таки развивается заболевание. Это, конечно, идеал. В прошлом году при поддержке Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане был реализован уже второй инвестиционный кейс по неинфекционным заболеваниям. И в рамках этого кейса как раз были получены очень четкие экономические аргументы об уровне ущерба ХНИС для экономики Кыргызстана и о возврате инвестиций. Был получен очень значительный возврат инвестиций в несколько десятков суммов на каждый вложенный сом именно в отношении мер популяционной профилактики, направленной на снижение потребления табака, на отказ от курения, на ограничение потребления соли. И причем это номер один по экономической эффективности мера, именно ограничение потребления соли, поскольку для нашего региона характерны избыточное потребление соли и значительный вклад в здоровье населения. Работодатели играют в этом колоссальную роль. На самом деле и работодатель, ответственный работодатель, и работодатель, думающий о будущем своего предприятия, просто обязан заботиться о здоровье своих работников. Особенно в том случае, если у него нет текучка, когда каждый месяц меняется коллектив. А если это стабильный коллектив, то, собственно говоря, инвестиции в здоровье и меры, направленные на укрепление здоровья, это залог процветания любого предприятия. Соответственно, государство, в свою очередь, должна также стимулировать работодателей к инвестициям в здоровье работников путем каких-либо экономических мер, например, налоговых льгот, либо за счет проведения конкурсов на лучшего социально ответственного работодателя, потому что вопросы престижа тоже важны, и работодатели, стремясь получить это звание, будут участвовать в конкурсах, и в том числе узнавать о лучших практиках укрепления здоровья, попадать в эту среду тех, кто занимается здоровьем работников, и понимать, почему это важно, и как реализовывать эффективные программы укрепления здоровья. Вот университетов, безусловно, ключевая роль в формировании культуры здоровья, особенно если это медицинский факультет, но и для всех остальных. Соответственно, в формирование здоровья сберегающей среды важно, например, вкладывать в головы молодых студентов, которые обучаются в том числе архитектурно-строительным специальностям. Для экономистов важно понимать, что налоги, например, являются системой управления не только экономикой, но и здоровьем людей,
что важно строить налоговую сетку таким образом, чтобы она способствовала здоровому образу жизни, не только наполнению бюджета, потому что это в целом будет позитивный вклад в экономику. Студентам-медикам важно это делать, но тем не менее нужно усиливать посыл о том, что пациента надо не только лечить, но и формировать у него здоровый образ жизни и советовать ему не только таблетки, но и тому, в каких магазинах покупать еду, как заниматься физической активностью и где гулять. В Кыргызстане, на самом деле, вот если взять в целом систему здравоохранения, одной из самых прогрессивных ситуаций в отношении, например, цифровизации. И когда я несколько лет увидела внедрение цифровых решений, несколько лет назад увидела внедрение цифровых решений, которые даже в России только начинались, для меня это было удивление. И было очень радостно за Кыргызстан, то, что вот степень цифровизации медицинской помощи, она на мировом уровне. Соответственно, но здесь мы, опять же, если возвращаться к общественному здоровью как такового, то здесь важна мера, направленная на стимулирование здорового питания, та же соль, про которую я упоминала не раз, дальнейшие меры, направленные на ограничение употребление табачных изделий и алкоголя. Соответственно, вот это фокус номер один. Ну и для нас, безусловно, для нас, именно для наших стран, проблема номер один, если говорить о здравоохранении, является артериальная гипертония. Это так называемые тихие убийцы, его не зря так зовут, потому что ничего не болит, а риски с этим ассоциированы весьма серьезные. Поэтому вот грамотность населения вопроса здоровья, касающиеся правильного питания и касающиеся приверженности к лечению даже в тех ситуациях, когда болезнь человека еще не беспокоит, они крайне важны. И здесь важно информировать всеми средствами массовой информации, но учитывать их канал. Например, для вот молодежи, студентов, которые мы видим сейчас здесь, в стенах вашего вуза, телевидение уже вообще не канал коммуникации. Соответственно, важно использовать те каналы коммуникации, которые используются этим поколением, и те формы донесения информации, которые на них работают, опять же, тех лидеров мнений, которые есть в их среде.